Ваши дела. Сегодня у меня был очень насыщенный день, и завтра сразу 2 выходных дня. Это такое счастье, конечно, работать. И для меня еще большое счастье, когда я вижу, что и моя команда не устает, все трудятся. 9 часов вечера мы до сих пор на работе. Сегодня я хочу поговорить в прямом эфире. По традиции мы каждый вечер о чем-то говорим интересном, важном, о том, как зарабатывать на тендерах. Вот раньше я относилась к тендерам, как-то, знаете, мне всегда казалось, что это что-то обязательно, какие-то связи должны быть, что это что-то, какие-то махинации, что это что-то опасное. Но как только я познакомилась, например, с Сабиной Ханум, она рассказала, она основатель обучающего центра TenderWin, она мне объяснила, что на самом деле на тендерах можно делать хороший бизнес, да? То есть это абсолютно легально, абсолютно законно и абсолютно просто. То есть каждому, я не знаю, квазигосударственному сектору или государственному сектору нужно закупать ручки, я не знаю, одежду, тетради, бумагу. И я так поняла, что по закону это нужно делать с помощью тендера. И вот каждый из нас, оказывается, может поучаствовать в нем. Сегодня я пригласила, кто оскорбляет, мы сразу их отправляем в бан. Потому что я считаю, что если я вам не нравлюсь, зачем вообще заходите ко мне на страницу? Очень рада вас видеть, спасибо большое. Можно ли познакомиться с дочкой? Конечно, конечно, конечно. Спасибо большое. В общем, сегодня я пригласила на прямой эфир Сабину Ханум. Она основатель обучающего центра TenderWin. Говорим мы о том, как заработать на тендерах, вообще как это работает система. И Сабина еще пригласит своих учениц, которые, скажем, добились успехов, результатов. Это люди, которые до этого вообще занимались другими делами. Поэтому, знаете, как говорится, нужно постоянно учиться. Сабина Ханум, я знаю, что вы... Так, Сабина Ханум, отправляйте мне запрос, пока я вас не вижу. Я вижу, что вы присоединились к эфиру. Отправьте мне запрос. Так, с дочкой можно познакомиться. Я так понимаю, что это Каролина. Каролина, маленькая девочка, да? Я думаю, что моя дочь с удовольствием. Так, все, я вижу. В Кызылорду пока, по-моему, я вот не помню, Кызылорда у нас есть в плане или нет. Спасибо большое. Кызылорду, вот насчет Кызылорды пока не могу сказать. Я 18, ближайшая моя поездка, 18 июня, буду в Уральске. Сабина Ханум, присоединяйтесь к нам, к нашему эфиру. Поговорим о том, как работает тендерный бизнес. Сабина Ханум, Кешар. Кешар, қалайсыз? Рахмет, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, жақсымыз. Да. Что-то какое-то эхо, да, как будто бы? Да, появилось эхо. Появилось эхо? Угу. А что у нас за эхо? Почему? Может быть, мне отключиться и с другого телефона попробовать зайти? Ну вот вроде сейчас нормально. Мне кажется, у вас не 2 параллельно телефона стоят? Да, тут параллельно смотрят. Нет. Нет, нужно просто, если кто-то параллельно смотрит, нужно, чтобы он отошел со своим телефоном. Нет, не смотрят. Не смотрят? Странно, почему? Тогда давайте я пока включу комментарий и спрошу, как у нас со звуком. Как у нас со звуком, друзья мои? Все ли у нас хорошо со звуком? Сабина Ханум, мы сегодня с вами говорим о том, как зарабатывать на тендерах. Тема очень актуальная, интересная. Я знаю, что у вас с каждым разом учеников все больше и больше. Так, пишут, что плохо, связь плохая. Я сейчас зайду с другого телефона, Динар. Давайте, хорошо. Окей. Звук хороший, кто-то пишет, эхо есть. Окей, давайте. Плохо. Пока можно задавать вопросы на разные темы, я готова ответить. Видите, у меня сегодня такой красивый свет, потому что я в Технодоме только что купила себе свет красивый. Теперь у меня свет будет всегда со мной вот такой красивый. То есть я могу вот так вот двигаться, и он, видите, он со стоечкой. У нас обычно, у меня есть такой большой свет дома, а сюда в офис, когда мы приходим, мы ставим тоже большой свет. А сегодня вот я со скидкой взяла хороший свет. В Технодоме, кстати, сейчас с сегодняшнего дня по 29 мая, там, во-первых, скидки, во-вторых, там кэшбэк
Вот я, например, мы сегодня купили там стабилизатор для камеры, вот этот микрофончик со светом, и у нас 20% вернулось. Я получила талон, и мы, вот получается, на эту сумму, в следующий раз, если я буду покупать там телевизор в офис или еще что-то, мы можем на эту сумму получить скидку. И вообще я вам хочу дать такой хороший совет, я вот в прямом эфире говорила об этом, что никогда, никогда не упускайте возможность купить то, что вам необходимо со скидкой. Вот, например, стабилизатор – это то, что делает видео таким плавным, да, то есть нашим операторам это необходимо. Мы думали о том, что нам нужно купить новый стабилизатор, но мы, ну, как бы там думаем, надо купить, ну, понятно, что это как бы недешево, а тут со скидкой, ну, это круто, поэтому я с огромным удовольствием, конечно, сегодня купили, еще получили скидку там почти на 90 тысяч тенге на следующую покупку. Қазақша айтшы. Кеш жарық достар, бүгін біз тендер туралы сұхбат аламыз. Біздің қонағымыз Сабина ханым. Мне сказали, что купили обучение, особо ничего не заработали. Так, ну давайте спросим. Сейчас, если у вас есть вопросы к Сабина ханым, мы сейчас по этому вопросу как раз и спросим. У всех ли получается... Так, Сабина? Да. Сабин, как слышно? Я слышу вас прекрасно. Все хорошо? Да. Да. Сабин, ну вот смотрите, тут кто-то пишет, у вас обучение проходил, говорят, вот не все довольны. Это нормально же, в принципе, да, что не у всех есть, не у всех бывает результат. Я скажу вам так, тот, кто действует, 100% приходит к результату, это однозначно. Если человек действует и не приходит к результату, у нас есть договор, по договору мы возвращаем деньги, оплаченные за курс. Поэтому, если человек купил курс и не действовал, то, конечно, соответственно, результата не будет. Это, я думаю, логично и правильно, ну, как бы правильно, да? То есть, если человек хочет похудеть, но при этом ест гамбургер, то он никогда в жизни не похудеет. У меня на курсах, чтобы избежать подобных, ну, каких-то неприятностей, мы сразу заключаем договор. В договоре прописано, что ученик, покупая курс, будет выполнять домашние задания. То есть мы со своей стороны, как исполнители, берем на себя обязательство, что мы продаем курс, который 100% приводит к результату, при условии, что будут выполнены домашние задания. Что такое домашние задания? Это подавать заявки на тендеры. То есть выиграть тендер, не подав заявку, невозможно. Поэтому как бы так. Возможно, есть такие люди, которые не участвовали в тендерах, и, конечно, они будут недовольны. Ну, это, я считаю, что в первую очередь здесь их вина. Что касается нас, мы свои обязательства 100% выполняем и гарантируем результат. А вот если брать, скажем, условно, 10 человек, которые пришли к вам на ваши курсы, да, вот из 10 человек сколько начинают потом действительно заниматься тендерным бизнесом, и у них получается? Я вам скажу так, каждая группа, она индивидуальна. Я делю людей по группам. У меня нет такого, что весь поток обучается с одним куратором. В одной группе по 10 человек, у этой десятки есть свой куратор, у них есть свои встречи, у них есть свой чат, чтобы было больше результата, поэтому я разделила всех на группы. Бывает, что к результату приходит 10 из 10, бывает 9 из 10, бывает 8, бывает 7, ну, по-разному. Я не могу так сказать. Но не приходят к результату только те, которые не подают заявки. И чтобы увеличить конверсию, сделать ее 100 из 100, например, да, имеется в виду результаты, мы открываем филиалы в городах. Вы в прошлый раз пришли, нас поддержали, спасибо. Мы открыли филиал в Нур-Султане, открыли в Кызылорде, сейчас у нас на очереди Шымкент. В Кызылорде сейчас, например, у меня результативность моих учеников сразу резко возросла, потому что они стали приходить в офис, работать дополнительно с куратором в формате офлайн. Поэтому мы создаем как бы все условия. Но я хочу сказать тем людям, которые интересуются заработку на тендерах и хотят заработать, и настроены на это, и которые готовы действовать, то есть подавать заявки, участвовать в тендерах. Как выиграть тендер в рамках закона, без связи, взяток и там, скажем, еще там какие бывают убеждения, да, я научу, я обучу, я гарантирую, что они выиграют тендер. Нужно только действовать. Я рассказывала о тендерах абсолютно простым языком, разжевываю и в рот так закидываю, остается только проглотить, понимаете, вот и все.
Ну, смотрите, мы с вами встречались, я говорила тоже, что, блин, это классная тема, хотелось бы, но так как у нас своей работы, честно говоря, много, поэтому, наверное, не было бы работы, возможно, мы бы тоже пошли бы на тендеры, участвовали бы там, возможно, в конкурсах на создание видеоконтента и там на пошив одежды, но так как, знаете, когда работа и так кипит, как бы ты лишнюю там работу дополнительную не ищешь. Но в целом, мне кажется, что это хороший шанс, потому что когда я приходила к вам и перерезала красную ленту, когда у вас было открытие вашего учебного центра здесь, в Астане, был мужчина, который Саула, да, с Курбельжино, по-моему, и он Да, говорит, да, у меня получилось, и он там слово говорил. Я да, подумала, блин, как это круто, что... А, он пастух, по-моему, да, был? у него родители пастухи, и он всю жизнь думал, что также будет работать пастухом, что не будет у него в жизни никакого такого, ну, развития, скажем так, да. И вот так случилось, что он купил мои курсы и за 29 дней заработал 1 380 000 тенге, если не из чистой прибыли. Это за 29 дней он заработал. Но при всем при этом человек имел опыт уже обучения, он уже обучался тендерам. К сожалению, там его ничему не научили, и он очень боялся, но все-таки купил мой курс. И видите, пришел к результату. Да, Ну, Рустем это его супер, звали. потому что вот эта история, она меня прям тронула. Она меня тронула, потому что, ну, он сказал, говорит, я думал, что я всю жизнь буду пастухом, как мои родители, да, а тут появилась возможность. Это же история про то, что когда человек, ну, не так вот, знаете, там, обучился когда-то в университете, да, там, на юриста, и все, вот последний раз он книгу тогда я читал, там, не знаю, 10, 15, 20 лет назад, да, или 30 лет назад. Есть все время какие-то новые тренды. Да? Вот мы живем сейчас в 21 веке, мы общаемся онлайн. Вот, Сабина, вы же работали на телевидении, да? Ну, раньше, чтобы выйти в прямой эфир, это, блин, такая была, я не знаю, головоломка, да, там, спутник, не спутник, кабеля, там столько людей, не знаю, 100 человек работало на площадке, чтобы ты просто с микрофоном вышел куда-нибудь там в эфире, я не знаю, на площади или возле Ахурды, там, или, не знаю, там, ну, на выборах, да, где вот прямые эфиры, включения были. Сейчас это вообще просто легко, да, то есть ты, не знаю, включаешь одной кнопкой в Инстаграм, все, ты в прямом эфире, тебя смотрит там, не знаю, 1000 людей. Ты записываешь ролик, у тебя он разлетается. Мы живем в другое время, и появляются новые абсолютно профессии. Я считаю, что тендерный бизнес – это, скажем, ну, возможно, для вас это давно, вы все-таки этим занимаетесь, но для кого-то сегодня, кто сидит без дела, кому надоело, может быть, сидеть на базаре, или, не знаю, кому надоело какой-то его бизнес. То есть это новинка. Вот сколько времени у вас уходит, вот, скажем, человек приходит, ну, вообще ничего не понимает, для того, чтобы он просто уже вник и понял, как вообще в этом участвовать. Потому что там же правильно цену нужно указать, да, чтобы не проиграть. Да. Вы знаете, у меня рекорд был, когда человек купил курс, и на третий день он уже выиграл тендер. У меня же обучение проходит в двух форматах: в формате офлайн и в формате онлайн. В формате онлайн человек купил курс и смотрел в удобное для себя время. То есть там длительность уроков 30 минут, 40 минут, 20 минут, ну разные там. И он смотрел вот нон-стопом, сразу действовал, и через 3 дня выиграл тендер. Это был рекорд в нашей компании, когда человек пришел абсолютно ничего не зная о тендерах, просто слыша, что там можно заработать, просто видя в сторисах отзывы других людей, что они вот выиграли тендер. Ежедневно ко мне приходят десятки сообщений, что вот я выиграл тендер, вот я выиграл тендер. Уже и там и миллион прибыль, и есть там маленькие прибыли, все разные. У кого-то прибыль там 100 тысяч, у кого-то миллион. Здесь нельзя прям сразу сказать, что вот приходи, через 3 дня ты будешь миллионером. Это труд. Многие думают, что тендерщики — это те люди, которые сидят с лопатой, такие золотыми зубами, такими перстнями, я не знаю, с бриллиантами в ушах и с лопатой такой золотой. И только отгребают себе с государственного бюджета деньги, закидывают там в свой Геленваген, например, да, на самом деле. Ну, это я так утрированно просто говорю. На самом деле здесь труд. Здесь нужно трудиться, работать.
доставить, например, товар, работу или услугу. На тендерах три вещи закупают: товары, работу или услуги, да. То есть выиграть тендер без связи, взяток и знакомств я научу, но нужно еще исполнять, понимаете, я всем своим ученикам говорю. На самом деле заказчики сейчас, они в поисках ответственных поставщиков, да, нет конкуренции на тендерах, потому что очень много заходят на тендера какие-то новички, которые не знают, вообще не понимают, что такое тендер, и не могут потом исполнить этот тендер. Проблемы возникает куча, и поэтому заказчики сами в поисках хороших тендерщиков. Вот у меня мои ученицы, ученики мои, они начинают с этим заказчиком работать, и уже заказчик говорит: ой, у нас еще вот такой тендер, поучаствуйте там, пожалуйста. Никто не гарантирует. Заказчик не может гарантировать, что вы выиграете тендер, потому что все в формате онлайн происходит. Но они говорят, что они вот объявили такой тендер, вот такой тендер, поучаствуйте. Они в поисках хороших поставщиков, сами заказчики. Потому что в первую очередь заказчики заинтересованы в том, чтобы бюджет был освоен. То есть деньги выделены, скажем, на закупку калькулятора, да, в этом году. Они должны купить калькулятор. Если калькулятор не будет куплен, в следующем году они останутся без калькулятора. Ну, это условно говоря. Да? И, конечно, здесь труд работают, мои ученики работают. Это, вот, например, Рустем, тот же самый, вы говорите, пастух, да, он работает, у него есть основная работа, и он в нерабочее время занимается тендерами. И сейчас Рустем уже думает над тем, чтобы уволиться со своей основной работы, потому что он стал зарабатывать больше на тендерах. Я никогда никому не рекомендую, типа, ну, если вы будете заниматься тендерами, давайте все бросайте и уходите в тендер с головой. Попробуйте, посмотрите, это прекрасная возможность заработать, потому что сейчас платежеспособность населения, она упала. Очень, многие там, кто-то без работы остался. А государство 100% платежеспособно, какие бы ни были времена, всегда. То есть, если вы выполняете вашу работу, сразу получаете ваши деньги. С этим проблем Но у вообще заказчиков. государство это, я думаю, что самый, наверное, надежный партнер, да, потому ну, ты смотришь, кто на тех, кто работает с государством, там у них больше всего денег. У меня до сих пор, как я и говорила, нет ни одного тендера. Ни одного. С другой стороны, я не знаю, наверное, я просто слишком много, как журналист, наслушалась всяких историй, когда людей там закрывали, сажали, там, я не знаю, какие-то истории страшные там возле тендера все время. И у меня, как у журналиста, Знаете, мне кажется, какой-то сложился страх, стереотип, что это опасно. И вот как послушайте, разрушить нам стереотип, что это опасно? я вам так скажу, да, конечно, людей сажают, людей наказывают. Это тех людей, которые взяли государственные деньги и потратили их не на ту цель, которая была прописана в договоре. Это нормально, это естественно. Я обучаю своих учеников, да, то есть, во-первых, выигрывать тендера в рамках закона, без связи, взяток и знакомых. Я обучаю своих учеников быть добропорядочными тендерщиками, добропорядочными поставщиками. Здесь государственные деньги, и поэтому деньги должны быть использованы по назначению, да, и поэтому таких проблем у моих учеников не возникает. То есть за рамки закона не выходят ни мои ученики, ни я никогда не выхожу. Я тоже простая девушка из аула, которая когда-то ходила за коровой в 7 часов вечера, скажем так, да, и не думала, что будет когда-то заниматься тендерами. Но мы действуем только в рамках закона. Если, конечно, вы нарушаете закон, ну так взять, рассмотреть, вы, если едете в нетрезвом виде за рулем, вас лишат прав. Также и в тендерах, если вы выиграли тендер на там сколько-то миллионов и положили деньги в карман, конечно, вас посадят, и это тоже нормально. Мы должны быть законопослушными людьми, правильно? Поэтому мне кажется, очень важно, да, изучить, все изучить. А вот пишут, а если со сроками опаздываешь, это же штраф большой. Если со сроками опаздываешь, конечно, да, это штраф, это пень. Но пеня там небольшая, не более 10% от суммы. И поэтому, это не так прям страшно, скажем так, да, потому что маржинальность... Видите, какая проблема, Динара? У нас, у народа, к сожалению, не у всех уровень финансовой грамотности на должном уровне, да. Мы элементарно не можем свести наши расходы с доходами.
Это просто, если рассматривать будни нашей жизни, да, будни наши. А если рассматривать тендер, то здесь, конечно, очень важна финансовая грамотность. Нужно правильно уметь считать. Я обучаю на курсах, как правильно рассчитать себестоимость товара, работы или услуги, чтобы не попасть в минус. У меня была одна подписчица, год она за мной следила, так и не купила она у меня курс, ну, на тот период. И написала мне в директ, вы знаете, как я сама, вот, он пишет мне, помогите, что мне делать, у меня вот такая ситуация, я попадаю в минус на 500 тысяч тенге. Я ей пишу, кто вас обучал? Неужели я? Она говорит, не, я самоучка, я вот вас только смотрела и зашла в тендеры. И я говорю, ну, поздравляю, это ваш урок, стоимость вашего урока 500 тысяч тенге. Таких уроков у меня было море. Мы судились, я и плакала, и океан выплаканных слез, как бы, да, когда вот человек неопытный. Поэтому все из-за того, что у нее уровень финансовой грамотности не на должном уровне. Она неправильно рассчитала, и поэтому она попала в минус. К сожалению... А вот... если человек, да, а если, Сабина, если человек, скажем, сам лично, скажем, работает в сфере тендера, и он столкнулся с какими-то, ну, проблемами, да, то есть вы как эксперт консультируете, то есть Конечно. подсказываете, как выйти Да, из такой дурацкой ситуации. конечно. У меня есть консультации, Динара, и у меня еще есть, сейчас появилась новая история, как наставничество. Вот я недавно взяла ребят на наставничество, они настаивали, и на втором уроке у нас он уже выиграл тендер на 12 миллионов с чистой прибылью, 2 миллиона 400. Зовут его Досом. Мы выходили в прямой эфир с Куралай Ханом, он тоже присоединялся. То есть он вообще без высшего образования, человек без высшего образования. Это у меня на наставничество. Вот мы недавно летали в Стамбул, там у меня тоже девушка выиграла наставничество, мы со Стамбула подавали заявки. То есть в тендерах можно участвовать абсолютно любой гражданин Казахстана из любой точки мира, если у вас есть ноутбук, электронно-цифровая подпись и хороший интернет. Супер. Сабин, давайте подключим ваших учениц. Запросы они мне отправили. Как зовут ваших учениц? Я думаю, что да. Да, сейчас они пусть вам они мне отправят запрос. Да. Пусть они мне отправят запрос. Это все спрашивают, в Казаларде у вас есть офис? В Казаларде? Да, в Казаларде у нас есть офис, да. А в Караганде? В Караганде, к сожалению, пока нет, есть в Астане. Мы открываем пока в крупных городах, где есть запрос, обратная связь, что хотелось бы приходить в офлайне. И вот сейчас Шымкент у нас, мы на осень пока планируем, потому что мой куратор в положении сейчас, и она не может постоянно приходить в офис. Вот будем потихоньку по всей стране открывать. Но я что хочу сказать. Все-таки как? А как лучше все-таки проходить ваш курс? Онлайн или офлайн? Ну, офлайн я обучаю всего один день, 12 часов, плюс даю уроки свои, онлайн доступ, да. А онлайн человек обучается в любое удобное для него время. В наставничестве я работаю индивидуально, то есть человек приходит, мы с ним работаем вместе, там 4 встречи у нас есть. Тут уже все зависит от того, как человек воспринимает информацию. Если для человека легко в онлайне учиться, проблем нет. Пожалуйста, можно онлайн. Если человеку, например, бывают такие, знаете, как их называют, коркактар, как на русском сказать, как это, ну, они боятся, в общем, да, это те люди, которые уже, да, один раз обожглись. У меня бывают такие ученики, которые уже имеют негативный опыт, и поэтому им нужно страх побороть свой. Для этого, конечно, они берут формат офлайн. Так, вот. Мы присоединили Карлыгаш сейчас. Карлыгаш, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите свою историю, когда вы проходили курс у Сабины Ханом. Я проходила курс онлайн, 30 апреля началась. Еще месяц не было. Еще месяц нету, но я сейчас в данный момент зарабатываю хорошие деньги. Примерно Қазақша, это верно? Қазақша сұрақты қояйын. Сіз Сабина ханымның курстарын қашан өттіңіз? Что-то вас плохо слышно. Карлыгаш, естіп тұрсыз ба сіз мені? Да. Қазақша сөйлейтін қыздар. Карлыгаш, сіз Сабина ханымның курстарын қашан өттіңіз? Биыл ма или былтыр ма? Осы міне бір ай болған жоқ әлі, 30 апрельде сатып алғам.
Получается, қанша 27 күн өтті, да, всего лишь? 27. Иә, 27 күн Сде өтті. уже табыс бар ма? Табыс 1 миллион 100. Ол сонда қандай тендер ұтып алдыңыз? Мен только товарный тендерлармен айналысып жатырмын қазір, только товарныйларға запрос жіберіп жатырмын. Мен өзім негізі медицина маманымын, медицинаны оқыған, медицина бойынша жұмыс істегенмін. Арасында медициналық товарлар бар, канцелярский товарлар бар. Сондай товарлармен қазір жұмыс істеп жатырмын. Өзім Алматыдан болғаннан кейін только Алматы облысындағы сол региондарға ғана жұмыс істеп жатырмын. Басқа қалаларға әлі шыққаным жоқ. Сонда ол қандай товар? Енді Мысалы. басқа қалаларды көрсем, может, одан да көбірек табатын шығармын деп отырмын. Жоқ, 1 миллион 100 мың теңгені. 100. 100. Сіз соны қалай таптыңыз? Қандай товармен, қандай товарды тендермен ұтып алдыңыз? Енді медицинский жаңағы КБУ болады, контейнерлер болады, маска деген сияқты, А4 бумага. Основной А4 бумагамен, со медицинский маска КБУ-мен жұмыс істеп жатырмын. Супер. Сабин, это всего лишь за 1 месяц? Почему? Какой месяц? 27 дней всего лишь прошло. Я, Динар, честно вам скажу, я Карлыгаш вот вижу впервые сейчас на вашем эфире, поэтому мне глаза так увеличились, 1 100 000 и раз опустились. Да, бывают такие результаты. Я же говорю, у меня был максимальный результат 3 дня. Карлыгаш, өзіңіз жайлы айтыңызшы, өзіңіз таныстырыңызшы, сіз кәсіпкерсіз ба, үйде отырған анасыз ба, или оның алдында тендер тәжірибеңіз болды ма, болған жоқ па, кішкене халыққа түсіндіріп айтсаңыз. Иә, менің тендерде ешқандай опытым болған жоқ. Мен негізі бұрын осыдан бір 5-6 жыл бұрын тендерге қатысқым келетін, тендерге қатысам, көрсем деп ойлайтын, бірақ көбінесе тендерге қатысу үшін танысың болу керек, жоғары жақта бірдеңең болмаса ұтпайсың деген сияқты әңгімелерді көп еститінмін. Сондықтан да мен тендерге вообще жоламайтынмын, ойламағанда. Осы уақытқа дейін мен сетевой компанияларда жұмыс істедім, больницада 10 жыл жұмыс істедім. Үйде отырып едім. В данный момент үйде отырған уақытта сіздің Құралай ханыммен бірге эфиріңізді көріп қалдым. Как раз Түркияға кететін едім, сол ертесі күні. Сразу сіздерге түнде менеджерлеріңізге жазып едім. Ол кісілер жауап бермеді. Сосын мен Түркияға кеттім да, бірақ қайта жаза бердім, мен офлайн оқығым келді да. Сразу офлайнға жазылайын деп сөйтсем, ол кісілер айтты, уже офлайн басталады, сіз үлгермейсіз деп. Жарайды, онда мен онлайнға пока қатысайын, но в дальнейшем офлайнды көремін деп, солай онлайн бастап кеттім. Но бірақ онлайн бастағаныма өкінбеймін. Қарлығаш, онлайн жоқсыз ба? Қарлығаш, сіз қорыққан жоқсыз ба? Өйткені ол тек қана ақша емес қой, там же еще ответственность. Мысалы, товарды, там, вы говорите, бумага А4, да? Я помню, 2 ай бұрын, мысалы, бумага А4 вообще болған жоқ, да, Сабина? Не было же? Не могли люди найти бумагу А4? Какой-то был... Иә, ондай да болды. Мен баста заказчиктерден жаңағы заказчиктерден мен тендерді ұтып алған кезде апаруға даже қорқыныш болды мен. Ал, естіліп тұр ма? Естіліп тұр, иә, естіліп тұр. Естіліп тұр. Апаруға қорқыныш болды мен. Мен звондап сұрайын десем қорқып отырып едім. Бірінші заявкамда заказчик өзі звондап қалды. Ой, сонда Қарлығашсыз ба? Мен сіз А4 ұтып алып едіңіз, қашан алып келесіз деп. Сосын қуанып кеттім, иә, мен апарам, жақында апарам 25-не дейін десем, жарайды, онда алып келе беріңіз деді. Сосын алып бардым, сөйтсем жоқ, мен сияқты қарапайым адамдар екен, жылы қабылдап алып. Сосын қуандым, уже екіншісіне спокойно баратын болдым, қазір қорқпаймын. Олар да мен сияқты адам екен, сондықтан да бара берем, сөйлесем, звондайым, уточнить етем, сіз мынандай заказ беріп едіңіздер, мен алайын деп жатыр едім. Мынандай алсам бола ма, WhatsApp-тан фотосын жіберем. Сосын иә деп, олар өздері осыны ал деп айтады, сосын мен сол товарды алып апарып берем. Қарлығаш, сіз мысалы бумага А4-ді қайдан таптыңыз? Базардан ба? Ой,
А4-ді мен деген OLX-тан көп іздедім, даже OLX-та мошенниктер көп екен. Оларға да біріншісінде ұрынып қалдым. Сосын енді ол маған опыт болды. Ну, уже мен қазір жақсы сататын жерді тауып алдым, іздеп. Барахолкаға бардым, базарларға бардым, бәрін араладым, звондадым, сөйлестім, сөйтіп өзіме выгодный жерді таптым и постоянно содан алып отыратын болдым. Супер, супер. Енді сізде мақсат қандай, мысалы? Қандай табысты алуға, мысалы? Қандай ол қанша ақша? Менің бірінші мақсатымда осы оқуға төлеген ақшаны шығарып, 1 миллион табу болу керек. Мен 1 миллионды таптым, енді 5 миллионға жеткіземін деп отырмын. Супер, супер. Ал енді, мысалы, вот Сабина ханым, Қарлығаш может участвовать в любом тендере, или же все-таки надо рассчитывать свои силы? Қарлығаш может участвовать в любом тендере. У нас есть, я просто не знаю, Қарлығаш какой пакет, есть у нас пакет, который предусматривает инвестиции. Это тендера мы финансируем до 100 миллионов тенге. И потом я учу каким образом можно крупный тендер с маленькими деньгами, но это такой только на уроках. Есть и такой ход, потому что я сама, когда зашла в тендера, у меня не было какого-то капитала, то есть зарплата была маленькая, да, и есть у нас такой урок, который называется ниша. Мы начинаем разбирать и анализировать, и выбирать наиболее подходящее для нас направление. Вот. Я, честно говоря, как сказать, немножко, если честно, я сама шокирована. Қарлығашты мен бүгін бірінші рет көріп тұрмын в таком формате. Қарлығаш, мен сізді осы тікелей эфирден кейін Zoom кездесуге шақырам, толық интервью екеуміз жазайық, жақсы ма? Супер. Иә. Менің ойымша Қарлығаш молодец, өйткені Қарлығаш қорықпай, да, пошла. Нет, она тоже боялась, Динар. Боятся, люди боятся. Мои ученики все боятся, но они действуют через свой страх, потому что следующий урок не откроется, если домашнее задание не выполнишь. Есть куратор, который тебе будет постоянно капать. Ты заявки подал, ты что делаешь? Есть у них зум-встречи, понимаете? Поэтому это все под контролем, они действуют через свой страх. Они все боятся. Нет такого ученика у меня, который вот зашел ко мне на курс, ничего не боится и действует. Они все действуют через свой страх. Я тоже действовала через свой страх, и это нормально. Потом со временем они понимают, видите, Қарлығаш сама говорит, оказывается, такой простой человек, как я, заказчик. Они все думают, что заказчик Айдахар такой, трехглавый Змей Горыныч, которая дверь откроется, он огонь как даст, и они выйдут оттуда лысые, без ресниц, без бровей, понимаете? Это нормально. Вот. Мен де басында солай ойлағам, заказчик менен қазір ананы сұрасам, мынаны сұрасам, требовать етсе деп бастап қорыққам, менде де қорқыныш болды. Но когда заказчик өзі звондап, өзі қашан алып келесіз, келе беріңіз деген кезде мен прямо қуанып қалдым да, и барсам, ол кісілер вообще жылы қабылдады. Одан кейін Қарлығаш, сіз мысалы Сабина ханымды қайдан танисыз? Қайдан білдіңіз? Курстары бар? Мен Сабина ханымды оқуға дейін танымағам. Мен бір күні кеште негізі Құралай ханымға мен подписанамын. Сол кісімен прямой эфир болып жатыр екен, как раз сағат 10-дарда ма кірсем, прямой эфир болып жатыр екен. Сосын тыңдадым. Прямо маған өзіме деген сол күні қатты ұнады. Мен попробовать етіп көрем дедім. Мен негізі көп нәрсеге инвестиция жасағам, көп жерге. Осы менің баған өкінбеймін. Сол кезде прямой эфирге как раз кіріп қалып, осыны оқып атқаныма енді Құдайға шүкір деймін. Супер. Потому что осы уақытқа дейін мен қанша нәрсені көрдім. Сетевойда, басқасында бәрін попробовать етіп көрдім мен. Барлық жерге инвестиция жасадым десем болады, бірақ менің осы инвестициям ақтап шықты. Супер, молодец, Қарлығаш. Менің ойымша, іздейтін адам табыс табады деп ойлаймын. Мысалы, көп адам айтады, жоқ, жұмыс жоқ, ақша жоқ дейді, иә. Мысалы, менің балам 17-де, иә, ол Жанарқадан қымызды алып келеді. Ол қымызды сосын әдемі бутылкелерге құяды, сосын оны сатады, иә. Жанарқан қымызы бәрі біледі, өте дәмді, жақсы, пайдасы көп, иә.
Оған ешкім айтпайды, мен де, әкесі де айтпайды, там, Даниал бар ақша тап деп. Өзі да сондай ниеті. Мысалы, Қарлығаш, сізде қанша балаңыз бар? Менің 3 балам бар. 3 балаңыз бар. Үлкенім 15 жаста. Супер. Иә. Супер. Қарлығаш жай отырмай, да, ешкімді кінәламай, өзі вот обучилась у Сабина ханым, и все, и спокойно теперь может работать, учиться, да. То есть самое главное научиться. Что делает Сабина ханым? Сабина ханым не берет, Сабина ханым білім береді. Өйткені Сабина ханым тендерді уже өзі қанша жыл, да, үйреді, да, ну, сколько лет вы уже в тендерном бизнесе? 8. Сколько? 8 лет. 8 лет, боже мой, это 8 лет. Ну, я считаю, что когда мне говорят, почему я должен платить за курс, да, там, вот у меня тоже есть онлайн-курс, менің онлайн-курсым, мысалы, 39 мың тұрады, я, ол жеке бренд туралы, мысалы. Мен өзімнің нәтижемді, да, как это, опыт, как будет, тәжірибемді, да, тәжірибемді 20 жылдағы, да, жинаған, қасықтап жиналған тәжірибемді неге мен былай сыйлаймын, да? Почему я должна раздавать, когда это мой опыт, мен өзім жинадым, да? Мен өзім оқыдым қанша жыл, да? Мен білем, мысалы, жеке брендті қалай жасау керек. Также Сабина ханым, тендер туралы. Мысалы, Қарлығаш, сіз бұл курсты қашан, вот, получается, 27 күн бұрын сатып алдыңыз. Қанша тұрады, кстати, сколько стоит курс? У меня курс онлайн стоит от 180 тысяч тенге, это 180 тысяч без консультаций, 200 тысяч с консультациями, и там дальше туда растет, но это все зависит от пакета. Но начинается стоимость от 180 тысяч тенге. Двухмесячный курс, 2 месяца, работа с кураторами, зум-встречи, чат, консультации, и плюс еще договор, который гарантирует возврат денег, если человек не достигает результата, то есть не выигрывает ни одного тендера, сразу же деньги возвращаются компании по договору. Слушайте, это супер. Мы же хотим еще присоединить, да? Кто у нас еще один ваша ученица? Как ее зовут? Индира, мне подсказка Индира. Индира, но ее нет пока в запросах, я не вижу. Пусть она отправит свой запрос, Индира, потому что мы вас не видим. Хорошо, можно я задам вопрос? Қарлығаш, айтыңызшы, тендерді парасыз, танысыз, көкесіз, ұтқан қалай екен айтыңызшы. Қандай сезімді? Күшті прямо. Баста мен күйеуімде ойлаған, ол мен еще күйеуіме айтқан ғой, бір жұмыстар бар екен деп, мен күйеуім өзі сваркамен айналысады да, бір жұмыстар бар екен, мынандай сваркаға и жаңағындай көшеде освещение жасайтын нелер бар екен. Соларды алайық, может, істейміз деп сөйтіп. Солай айтқам, сөйтсем, ол бір нелерден сұраған ғой, жаңағындай освещение қояқ деп едік, қанша тұрады деп, бағасын білейін деп, енді есептеп шығарайық деп. Сөйтсек, ой, тендерге жоламай қойыңдар, ол таныссыз отуға болмайды. Ол деген өздерінің таныстарына береді. Ол не істейсіңдер деп айтты. Ол бәрі деген құр сөз ғой деп. Сіз маған кеп солай айтты. Жарайды бопты, я деп қоя сал дедім. Көрейік, попробовать көрейік дедім. Солай попробовать бастап кеттік, но зато нәтижесі болды. Бүгін біз күйеуім екеуміз неге Жаркентке товар апарып келдік, А4 екеуміз бірге апарып өткізіп, бәрін жақсы болды, келдік. Ал енді сіздің күйеуіңіз не дейді? Қалай айтады? Күйеуім қазір қолдап отыр, екеуміз бірге апарып, бірге келіп жүрміз қазір. Ол маған көмектеседі, өзі апарып алып келеді, А4-ді тасуға көмектеседі. Қазақ еліне плюс 1 миллионер. Вот осындай нәтижені қараған кезде, осындай нәтижені көрген кезде менің себебі мен осы сабақтарды бекер оқытып жатқан жоқпын. Осындай нәтиже шыққаннан кейін менде өзімде энергиям көбейеді. Сондықтан да сіздің нәтижеңізге мен өте ризамын.
алда көп белестер бар. Бұл бір ғана платформа. Бізде Қазақстанда 15-ке жуық платформа бар. Госзакуп сайты бұл тек қана алғашқы қадам ғана. Бұндай платформалар Қазақстанда 15-ке жуығы бар. Бірінші осыны дұрыстап игергеннен кейін келесі қадам самұрыққа жасауға болады сізге. Ал сізді мен өзім тағыдан жолға тартам сіздерді. Бөлек. Супер. Сізге офисқа бір шығып жұмыс істейсің ба деп ойлап жүрміз. Проблема жоқ, келіңіз. Рахмет. Проблема жоқ. Қарлығаш, сізге үлкен рахмет. Бізде тағы бір оқушы бар. Сабина ханымның оқушысы, ол Индира. Рахмет. Так, Индира, біз сізді қазір қосайық. Индира, вы отменили почему-то приглашение наше. Давайте еще раз. Индира, присоединяйтесь к нам. Почему-то написано, Индира не может присоединиться. Не может присоединиться. Когда у вас курс, Сабина, следующий? Вот, осталось 3 дня до окончания регистрации. Так, друзья мои, егер мысалы, достар, сіздер тендерный бизнеске, тендерный бизнесті... Так. Индира, мы вас не видим. Вы где? Я вижу. А я не вижу, представляете? Нет, Индира вышла. Вышла, да? А да. Я не вижу Индиру. Индира, сәлеметсіз бе, кеш жарық. Сәлеметсіздер ме, кеш жарық. Сіз Сабина ханымның курсын қашан өттіңіз? Мен Сабина ханымның курсын апрельдің 16 күні бастадым. Бір айдан асты. Қазір 930 мыңдай пайда таптым. Таза пайда. Тоже қазақ еліне плюс 1 миллионер. Сегодня эфир миллионеров. 1 миллион 30 мың? 930. Жоқ, 930. Сколько? 930 тысяч тенге. 930 тысяч. Смотрите, Динар, мы еще считаем, знаете, как я заставляю своих учеников считать? Не оборотные средства, например, да? Если бы каждый считал бы только оборотные средства свои, тогда бы все бы у меня поголовно были бы миллионерами. Мы высчитываем чистую прибыль за минусов налогов, банковских расходов и всего прочего. Это чистая прибыль, которую человек ложит в карман. Понимаете, да? Поэтому 930 тысяч – это хороший результат. Это супер результат. Индира, сіз қандай тендермен айналысасыз? Қандай товар? Менде ноутбук болды, секатор қайшы болды, навигатор болды машинаға. Сосын оны қайдан таптыңыз, мысалы? Ноутбукты технодомнан таптым, секаторды фирмамен жұмыс жасап жатырмын. Көптеген фирмалармен жұмыс жасаймын, звондап, біліп, қайда қандай баға екенін. И еще плюс я хочу сказать, Динара, мы своим ученикам даем список поставщиков, он есть абсолютно у каждого, там перечень таких поставщиков, которые занимаются оптовыми продажами, плюс ко всему. Слушайте, круто. Получается, сіз қорықпай, біреу конкурс айтты, да, там, бізге ноутбуктар керек, там, қайшы керек. Сіз қорықпай, сол конкурсқа өзіңіздің аяғыңызбен бардыңыз, да? Сомневаюсь, что қорықпай, но давайте послушаем. Қорықтыңыз ба? Бірінші кезде әрине қорқыныш болды. Айтқанда ең бірінші тендер мен 15 мың теңгеге ноутбукқа сумка алыптым. Маленький суммамен бастадым. Одан кейін жаңағы ноутбукқа басқа, мен өзім Шымкенттемін, Батыс Қазақстаннан ұттым. Астанадан ұттым. Супер. Әрине, бірінші кезде қорқыныш болды. Қазір жоқ, Аллаға шүкір, Сабина ханым арқасында. Супер, Я супер. говорю, Динара, нет такого у меня ученика, который приходит на курс и действует без страха. Все боятся поголовно, это нормально. Я тоже боялась. Но мне кажется, что страх это всегда хорошая тоже эмоция, потому что она тебя, ты перестраховываешься, да, ты, как-то себя готовишь, то есть ты ответственнее. Потому что когда человек теряет бдительность, когда человек уже халатно относится, там, мне кажется, он может потерять деньги. Здесь же важно еще не просто выиграть тендер, но одно дело ты выиграл, да, а второе дело, иди найди эти ноутбуки, найди эти ножницы, найди эту бумагу А4. Вовремя, самое главное, сделай поставку. Это же тоже
ответственность. Ну, не зря же люди учатся на Да. курсах. Не Супер. зря же они получают Индира, знания. Білім алу керек. Индира, ал сіз мысалы Сабина ханымдың қайдан білдіңіз? Мен Гүлмира Абықай ханымның оқырманымын. Сол кісінің прямой эфирінен көріп қалдым. Мен ол кісіге толық сенемін. Ол кісі жаман нәрсені реклама жасамайтынын білдім. Және бұл менің жұмысым екенін білдім. Прям менікі осы жұмыспен айналысам деп. Мен бұны Январьда білгем, но менде ақша болған жоқ бірінші кезде оқуға курсқа. Потом уже ақшам болған кезде курсты сатып алдым. Супер, какая вы молодец, молодец, Индира. Айтыңызшы, Индира, сіз өзіңіз жайлы айтыңызшы, сіз кәсіпкерсіз ба, или қандай, үйде отырған анасыз ба, или госслужбада жұмыс істейсіз ба, қандай өзіңіз жайлы кішкене, жасыңыз нешеде, қанша балаңыз бар, тендерге қаншама уақыт бөлесіз? Жасым 37-де, 4 баланың анасымын, үлкенім 15-те, кішкентайым 1 жас 3 ай, 4 ай болады. Үйде отырған анамын, ешқайда қазір жұмыс жасамаймын. Осы тендерда только кешкісін балалар ұйықтаған уақытта, сол 11-ден кейін 1-2 сағат отырам күніне. Жұмыс жасаймын, міне осындай результат менде. Супер. Индира, мен сізді құттықтаймын, сіз большая молодец. Сабин, я вижу, как вам приятно слушать вот эти слова. Я вижу, что вы кайфуете от того, что люди получают то, зачем они пришли. У нас заканчивается, к сожалению, время эфира. Сабин, я желаю вам успехов, не останавливайте и продолжайте обучать, потому что я думаю, что тендерный бизнес – это тоже финансовая грамотность, да, то есть невозможно учить по тендеру и не изучать финансовую грамотность. А понятно, что у нас в Казахстане с финансовой грамотностью все очень плохо. И вы сейчас вносите большую лепту. То есть вы это делаете, понятно, там люди за это платят, но вы заточены на результат. Вот это очень круто. И то, что вы по договору, если человек не выиграл ни одного тендера, возвращаете деньги, это говорит о том, что вы уверены на 100% в своем результате. Это круто. В экспертности в своей. Поэтому тут все пишут: Сабина красавчик. Сабин, спасибо вам большое за эфир. Друзья мои, через 3 дня у Сабины начинается курс. Проходите его. Вот у нас 2 живых примера. 2 живых примера. Да. Спасибо большое. Девочки, благодарю вас за эфир. Сохраняю его и подписывайтесь на Сабину Ханым и обучайтесь тендерному делу. Спасибо. Если у кого-то остались вопросы, вы можете позвонить или написать на WhatsApp по номеру 837-288-66-99. Курс у нас на 2 языках, и на казахском, и на русском языке. Возможно, будет обучение в офлайне в Нур-Султане. Будет обязательно обучение в Алматы в этом месяце. На все вопросы мы вам ответим, бесплатно консультацию дадим. Действуйте, потому что только действие приводит к результату. Не сидите, не ждите, получайте знания, инвестируйте в себя. И вы 100% достигнете результата. Это прекрасная возможность, я думаю, попробовать себя за 2 месяца, освоить трендовую профессию, потому что на высшее образование мы тратим 4 года, там, 5 лет, да, платим миллионы, но не факт, что диплом этот будет кормить нас завтра, да. Поэтому всех вас ждем, присоединяйтесь к нам. Спасибо большое, Динарочка, за эфир, спасибо вам за эфир. За то, что вы пришли. Я приглашаю вас отдельно в Zoom. Мы с вами не спеша поговорим, потому что здесь в рамках эфира, конечно, все узнать невозможно. Я, кайфую от того, что вообще такие, ну, как бы результаты есть. Кстати, Динара, от ваших подписчиков тоже есть миллионеры. И, если мне не изменяет память, есть такая девушка Марина из города Астаны, которая смотрела прямой эфир через вас и купила наш курс, стала миллионером тоже. Много результатов, много. Обо всех рассказать невозможно. Супер, спасибо большое, Сабин. Друзья мои, обучайтесь, растите, не стойте на одном месте, и у вас все будет в жизни хорошо. Спасибо. Всем пока.